Салам алейкум. В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Я Рамзан Абуев. Мы готовы рассказать о самых важных событиях к этому часу. Главное сегодня. Забота о медиках. Здоровье и жизни работников в процессе трудовой деятельности именно здесь для нас первостепенная задача. Вопросы охраны труда врачей сегодня обсуждали на межрегиональном семинар-совещании в Грозном. Читай во имя твоего Господа. В Грозном состоялся ежегодный региональный конкурс часов Корана «Икра». Здоровый отдых. Центр – это не только занятия и кружки. За час до окончания дня здесь начинается особенное время. Все дети выходят на свежий воздух, чтобы вместе с педагогами поиграть в подвижные игры. Чеченские школьники отдыхают в летние каникулы в детских оздоровительных лагерях. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о результативных действиях бойцов 204-го полка спецназа «Ахмат» Минобороны России в районе Харьковского направления. В ночное время суток расчеты БПЛА из группы «Бати» провели аэроразведку, в ходе которой обнаружили передвижение противника, который предположительно надеялся на ослабление контроля со стороны в темное время суток. Однако дежурные операторы отреагировали незамедлительно. В воздух были подняты дроны, которые с высокой точностью поразили выявленные цели. Благодаря профессионализму и четкой работе операторов противник понес значительные потери. Современные методы управления профессиональными рисками, особенности проведения социальной оценки условий труда и последние изменения в законодательстве сегодня обсуждали на межрегиональном семинар-совещании, посвященном актуальным вопросам охраны труда в сфере здравоохранения. Мероприятие собрало профильных специалистов из различных регионов России. Основная цель – повышение эффективности системы охраны труда в медучреждениях. О том, какие практические рекомендации выработаны по итогам семинара, расскажет Лимна Джамалдинова. Длительные работы по повышению правовой грамотности работников здравоохранения и профсоюзного актива. Это не просто хроника событий, а рассказ о людях, их борьбе и победах, которые сделали для себя защиту прав медицинских работников важнейшей миссией. В Республиканской клинической больнице имени Ахмата Хаджи Кадырова прошел межрегиональный семинар-совещание, посвященный вопросам охраны труда. На одной площадке собрались представители профсоюза, работники здравоохранения Российской Федерации из разных уголков страны и медучреждений Чеченской Республики. Вы знаете, что охрана труда медицинских работников является одним из основных направлений деятельности нашего профсоюза, поэтому сбережение здоровья и жизни работников в процессе трудовой деятельности именно здесь для нас первостепенная задача. Сегодня сюда приехали специалисты нашей технической инспекции из других территорий, всего 15, и они поделятся своим опытом, своими знаниями, своими случаями, своими подходами к этой проблеме в нашей области. И я думаю, что очень полезен будет обмен информацией в этом плане. Те, кто работает в здравоохранении Чеченской Республики, с интересом воспримут эту информацию, тем более, что она достаточно важная. Мероприятие собрало сотни участников. В центре внимания инновационные подходы к цифровизации, профессиональный контроль за остановкой опасного оборудования, судебные прецеденты и инициативы по укреплению здоровья сотрудников. Должность технического инспектора ЦК профсоюза для решения организационных вопросов и проведения онлайн-консультаций. Семинар организован с целью обсуждения актуальных вопросов обеспечения безопасных условий труда в медицинской сфере, обмена опытом между регионами и выработки решений для усиления профсоюзного контроля в этой области. Приоритетом для всех медиков является лечение пациентов, оказание медицинской помощи, но нужно заботиться не только о пациентах, что безусловно в приоритете, но и о самих медиках. Это и условия труда, и правовая грамотность, и много еще каких аспектов, которые помогают поднять и прояснить профсоюзная организация. Нынешнее мероприятие помогает нам улучшить взаимодействие медицинских профсоюзных организаций в рамках межотраслевого соглашения. Главный врач Республиканской клинической больницы имени Ахмата
Хаджи Кадырова отметил значимость площадки для диалога и подчеркнул, что в клинике реализуются меры по модернизации условий труда. Наше медицинское учреждение является своеобразным флагманом в сфере Министерства здравоохранения, имеющий наибольший штат медицинских сотрудников. Будут сегодня рассмотрены самые последние нормативные документы, самые актуальные вопросы, которые разъясняют медицинским работникам права, и в том числе обязанности их в сфере оказания качественной медицинской помощи населению. В рамках мероприятия прошла и церемония награждения. Ряд специалистов был отмечен за активную работу в сфере охраны труда и профсоюзную деятельность. Такие встречи способствуют не только повышению уровня профессиональной подготовки, но и формированию культуры безопасности труда в системе здравоохранения. Итоги семинара совещания послужат основой для конкретных шагов по улучшению условий работы медицинского персонала. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Мэр Грозного провел инспекцию ключевых участков дорожной инфраструктуры города. В рамках объезда он посетил Старопромысловское шоссе и несколько крупных магистралей столицы. Так, улица Узуева, одна из самых загруженных в городе, будет расширена до 4 полос с обновлением покрытия и обустройством переходов. На проспекте Кадырова заменяют асфальт, бордюры и благоустраивают прилегающие территории. Улица Шерипова реконструируется комплексно, расширяется дорога, строится путепровод и новый мост. Градоначальник отметил качество работ, призвал строго соблюдать сроки, стандарты и поблагодарил дорожников за профессионализм. В Грозном состоялся ежегодный республиканский конкурс чтецов Корана «Икро». Цель конкурса – привить любовь и почитание священного Корана. Всего принимали участие более 50 человек со всех районов республики. Победителям и призерам вручили денежные средства и призы. Организаторами выступают Духовное управление мусульман, Социальный фонд «Даймох» и Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями, администрации, главы и правительства. وهر سنة كونكورس ده حشلا بخزلو كونكورس ويا يقرأ على آخر ريسبوبليكانسكي كونكورس هو شرحة قطعة أيوة زمان شو تعيا دقاد ويدا حقوق حدوش البركة مودشون يالشة نشال ويتعدوا له شخين خلدوا الأدمي سير يول أوروين هنز يولش أوروين حشة إذا دوق بركة دوت دال ملاحظ أيوة جو زمان شو قي إشتا هر كونكورس حشة بابي بويدا. Айва японская, арония черноплодная, жимолость татарская – это малая часть из более чем 260 видов растений, произрастающих в Грозненском дендрологическом саде. Она заложена в 1966 году на площади 35 гектаров. О самом живописном месте столицы – репортаж Медины Мударовой. Можно очень легко и смело провести аналогию между человеком и деревом. Даже маленький порез коры дерева вызывает течение сока. Можно сравнить ее с кровью. Здесь работники относятся к растениям не как к объектам ухода, а как к живым и чувствующим существам. Каждое дерево, куст, даже маленький росток – это своего рода член большой семьи. Грозненский дендрологический сад был заложен в 1966 году и в 1986 объявлен памятником природы. Директор учреждения Муслим Наурбиев рассказывает о том, какой урон этому месту нанесла война. В результате 2 военных кампаний многие растения были уничтожены. Дендрологический сад практически перестал существовать из-за того, что во время контртеррористической операции и в дальнейшем здесь располагались боевые подразделения. Человек, которому холодно, голодно, он не смотрит на ценность данного дерева. Все это идет в топку. В результате чего мы потеряли более 40% всей этой коллекции. Однако, как и в сказке, за всем плохим всегда следует хорошее. Лучом света и надежды стал первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. По его инициативе в 2002 году началось возрождение дендрологического сада, фактически с нуля. Была проведена огромная работа по посадке новых деревьев. Сейчас территория занимает 32 гектара. Были завезены с отдельных регионов Северного Кавказа, а также других субъектов Российской Федерации древесные насаждения в целях восполнения утративших вот этих вот позиций. Очень много было привлечено людей, но чтобы вы знали, целый штат министерства круглосуточно практически работал над восстановлением данной территории.
На данный момент основной целью является восполнение коллекции растений. Процесс происходит путем засеивания молодых сеянцев и их пересадки на постоянные места произрастания. Таким образом дается возможность приспосабливаться к почве и климатическим условиям. Ну а дальше происходит естественный отбор. Таиса Муртазалиева, инженер по охране и защите леса, работает здесь более 10 лет и знает сад как свои 5 пальцев. Она уделяет особое внимание уходу за редкими растениями. Нужно сделать все для того, чтобы укрепился корень. Мы применяем некоторые стимулирующие препараты, которые для укрепления корня. А дальше идет это уход, полив. Естественно, каждый раз каждое растение требует полива, и частые поливы, уход, рыхление почвы. Потом в течение года мы делаем подкормки для поддержания декоративности растений. Ели обыкновенные, мы их посадили маленькими сеянцами. Высота их была при посадке 15 сантиметров. Это течение 2 лет уже дали вот такой прирост. Сейчас в саду насчитывается более 10 тысяч древесных насаждений. Это кустарники, цветы, деревья. Среди них есть уникальные и редкие экземпляры, которые пережили даже военные действия. Платан – уникальное дерево, которое растет здесь с 60-х годов, с самого момента закладки сада. Это одно из немногих растений, сохранившееся здесь с того времени. Его обхват достигает 1,5 метра, а высота 24. Особенность платана в том, что он сбрасывает листья практически круглый год, а из-за регулярного обновления коры в народе его прозвали бесстыдницей. Здесь также регулярно проходят экскурсии, практические занятия студентов, приезжают гости. Грузинскому дендрологическому саду присвоено имя главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. На сегодняшний день это место является одним из самых живописных в столице. Расположено возле туристического комплекса «Грузинское море». Медина Мутарова, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская республика. Летний отдых школьников в Центре физического воспитания, спорта и туризма проходит активно и интересно. Занятия творчеством, спортивные секции, интеллектуальные игры, виды деятельности – десятки. Репортаж Рабины Гайтиевой. В Грозном дан старт летним оздоровительно-образовательным программам. Сотни школьников уже проводят свои каникулы с пользой, развивают таланты и отдыхают в активно-познавательной среде. Занятия творчеством, спортивными и интеллектуальными играми помогут детям и отдохнуть летом, и развить свои способности. Будет большой акцент сделан на профориентационные программы и на программы по подготовке детей к конкурсам и олимпиадам. Всего планируемый охват будет составлять 13 625 детей, и более 500 педагогов будут заниматься с данными детьми. Скучать не придется никому. Ребята в день проводят в центре больше 3 часов, за которые они могут посетить разные кружки и попробовать себя в нескольких направлениях. Мы планируем походы, выезды с детьми, экскурсии, однодневные, есть двухдневные, ну и есть вот буквально в течение дня, чтобы совершить непродолжительную экскурсию и вернуться в тот же день. Одна из самых ярких представителей центра – Хадижа Мусаева. В свои 14 лет она уже победитель всероссийских и региональных конкурсов. Начинала с кружка бисероплетения, а после вступила в объединение «Театральная студия». В тот момент девочка поняла для себя, что актерское мастерство и литература – это направления, в которых она хочет развиваться дальше. В танцевальном кружке я как бы преподаю детям и учу их тому, чему училась я. В инженерном мышлении я тоже так стараюсь помогать детям, так как мои 2 младших брата тоже сюда ходят, это их 3-й год. Они начали ходить позже, чем я. Особое внимание в программе уделяется инклюзивности. Для детей с особенностями развития созданы комфортные условия для общения, занятия творчеством и обучения. Здесь они вместе со своими сверстниками развивают навыки и находят новых друзей. На данный момент девочки у нас очень любят заниматься собиранием конструкций. Они очень интересно проводят время тут, и время пролетает незаметно. Организаторы летнего отдыха стремятся сделать каждую смену насыщенной, интересной и безопасной. Летние площадки в Грозном становятся настоящим пространством для вдохновения и радости детей. Но центр – это не только занятия и кружки. За час до окончания дня здесь начинается особенное время. Все дети выходят на свежий воздух, чтобы вместе с педагогами поиграть в подвижные игры. Такая традиция – отличная возможность сменить обстановку, перезагрузиться и просто хорошо провести время. Рабиат Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Вести, Чеченская республика.
На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алайнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.